развития гражданского патриотического воспитания детей и молодежи. Это одно из важных направлений нашей работы. Спасибо большое, Виктор Николаевич. Добрый день, уважаемые товарищи. Знаете, хотелось бы в первую очередь поблагодарить организаторов за это мероприятие. Я уверена, что оно пройдет, завершится очень организованно, и много новых знаний, целей, задачи, которые мы будем реализовывать в ближайшее время, мы здесь получим и будем достигать победы. Очень знаково, что сегодняшнее пленарное заседание проходит именно вот в этот день, 8 апреля, ведь 105 лет назад, в 1918 году, на заседании Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Совета рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов председателем Президиума ВЦИК Яковом Свердловым было предложено объявить красный флаг Советской Республики государственным. Его цитата. «Для нас, несомненно, единственный флаг Российской Советской Республики – это тот флаг, с которым мы шли в борьбу с самодержавием и с буржуазией. Ни один революционер не станет возражать против того, что красный флаг, с которым шли в борьбу, и станет национальным флагом». Уважаемые товарищи, в работе Геннадия Андреевича Зюганова «Русский стержень державы» сказано: на Руси общее патриотическое чувство возникло гораздо раньше, чем политическое, экономическое или культурное единство населявших ее народов. Поэтому все недруги России старались, как и сегодня, разрушить это чувство, превратить русских и другие близкие им народы Евразии во второсортное подобие немцев, ордынцев, византийцев, варягов и хазар. Но всякий раз патриотическое чувство оказывалось сильнее внешнего давления. Русь так и не стала колонией, не растворилась в чуждых этносах. К сожалению, с конца 90-х годов 20 века власть не занималась мировоззрением подрастающего поколения. Ни одна страна в мире не может похвастать таким количеством гениальнейших писателей, поэтов, философов, общественных деятелей, как Россия. И то, что молодежь, забыв о литературе, истории и культуре, утонула в интернете, социальных сетях, печально и чревато для развития нашей страны. Обращение к историческому прошлому показывает, что смысл исторических деятелей созвучен современным проблемам. Их обобщения несли общечеловеческий смысл и не потеряли своего значения до сегодняшнего дня. Духовно-патриотическое и нравственное воспитание в современной России актуально и имеет большое значение для правильного формирования нашей молодежи. Деидеологизация, имеющая место в последние десятилетия, не приносит ожидаемого эффекта в процессе формирования патриотических чувств подрастающего поколения. Обращение к своей истории, осмысление своих корней и культуры формирует у молодого поколения чувство гордости за свою страну, позволяет познать патриотизм не фальшиво, а исконно, понять, что стоит за такими понятиями, как совесть, долг, честь, служение своему народу. Помогает понять, в чем состоит национальный путь России и увидеть истоки и смыслы главных исторических ценностей, осознать ответственность перед самим собой, за себя, как за гражданина своей страны. Сегодня перед российским обществом стоит важнейшая задача – сохранить тот огромный духовно-нравственный потенциал, который наше государство и общество приобрели за всю историю своего существования. Этому в большей степени будет способствовать преемственность поколений, единство исторических судеб. Одной из составляющих системы образования, согласно концепции модернизации российской системы образования, является формирование основ патриотизма, воспитание коммуникативной, гражданской и социальной личности. Изменение военно-политической обстановки в мире требует отлаженной работы всей системы патриотического воспитания подрастающего поколения. В связи с этим значительно возросла роль образовательных учреждений, детских и молодежных организаций, способствующих нравственно-патриотическому становлению детей и молодежи, подготовке их к самостоятельной жизни. Проблема патриотизма в настоящее время актуализируется в связи с углублением процесса интернационализации, межгосударственной, региональной и планетарной интеграции. Однако, несмотря на все благие пожелания мирового сообщества, ни сила, ни геополитика не списаны в архив.
И объектом политических притязаний становится прежде всего пространство, имеющее социальную значимость для жизнедеятельности человечества. Об этом убедительно свидетельствует исторический опыт борьбы советского, китайского, вьетнамского, кубинского и других народов за свою свободу и независимость. Коммерциализация жизни, коррумпированность властных структур, упрощение и снижение общего уровня грамотности общества в целом осложняют еще и мощными миграционными процессами. Издержки экономической, культурной и социальной политики приводят к межнациональным и этическим проблемам. В советской школе работала не только система образования, но и система патриотического воспитания, движение «Октябрят», пионерская организация, комсомол. Эта система воспитывала ребят на лучших примерах нашей истории. Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Олега Кошевого, Виктора Талалихина. Их имена знала вся страна. На формирование патриотического воспитания молодежи работала вся система средств массовой информации. Молодежные газеты, журналы, кино, радио, телевидение. Для советской цивилизации одной из форм организации молодежи был комсомол. По своим размерам и возможностям он был системой социализации молодежи. Через него проходили молодые люди от 14 до 28 лет. Он был школой взросления, школой трудовой доблести, комсомольские стройки, Днепрогэс, ВАМ, шахты Донбасса, освоение месторождений нефти и газа в Западной Сибири. Комсомол, как уникальная организация, учил быть честными, трудолюбивыми, открытыми, любить Родину, быть готовыми ее защищать. Работа с детьми, подростками и молодежью, контроль за деятельностью детских и молодежных организаций всегда стояли на одном из первых по значимости мест в партийных и комсомольских организациях всех уровней. К сожалению, с разрушением СССР либеральными реформаторами была целенаправленно уничтожена годами отработанная система воспитания подрастающего поколения. Тысячи детей оказались вычеркнутыми из социальной жизни и брошенными на произвол улицы. Они получили полный комплект западных ценностей, сильнейшего нигилизма по отношению к достижениям советской страны. Из школьных программ исчезли практически все произведения, повествующие о советской молодежи, ее борьбе и победах в тылу и на фронте, созидательном труде на целине и всесоюзных стройках. Идет целенаправленная идеологическая война за умы детей и подростков, и партия эту войну должна выиграть. Именно в активизации работы с детьми и подростками, молодежью, партия видит одну из своих приоритетных задач. Советское государство внедряло и развивало дошкольное внеклассное образование, бесплатные ясли, детские сады, дворцы пионеров и дома творчества на бесплатной основе, музыкальные школы, спортивные секции, лагеря детского отдыха. В СССР говорили, что если и есть какая-то диктатура в стране, то это диктатура детства. Детская организация способствует формированию личности, укрепляет и развивает укрепление и развитие пионерских дружин. Это одна из важнейших задач партийных и комсомольских комитетов. Ведь сегодня он пионер, а завтра комсомолец и партиец. 2022 год в нашей стране проходил под знаком столетия самой массовой детской организации в мире, пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Наверняка каждый помнит, что организация юных ленинцев появилась на свет 19 мая 1922 года, когда на второй Всероссийской конференции комсомола было принято решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Даже самая величайшая в мире страна, Советский Союз, вековой юбилей, который мы также отметили, появится только спустя 7 месяцев после рождения пионерии. Это говорит о том, что руководители молодой Советской Республики в условиях гражданской войны, голода и разрухи понимали важность срочного решения детского вопроса. Сегодня, в условиях нарастания классовых и социальных противоречий в обществе, в условиях, когда капиталистическая система снова на пороге мировой войны, в условиях разразившейся глобальной гуманитарной катастрофы, детский вопрос не только не теряет своей актуальности, но и становится одним из основных. Это начали осознавать даже в нашем либеральном правительстве. И сейчас важно понять, какая будет идеологическая основа воспитания наших детей. Действующая власть в день рождения пионерии сделала заявку перехватить повестку детского вопроса в свои алчные руки. Ну, вы помните, что именно в день рождения пионерии, в ее столетие, в Государственную Думу был внесен федеральный закон о создании движения, Всероссийского движения детей и молодежи. Ну, в настоящее время оно носит название «Движение первых».
После вероломного уничтожения Советского Союза власти нашей страны неоднократно предпринимали попытки возродить массовые детские и подростковые организации. Мы прекрасно помним о российском движении школьников. Кстати, создание этого движения было объявлено 29 октября, в день рождения Ленинского комсомола. О движении нашей и других организациях. Эти организации существуют и сегодня, но ни одна из них так и не смогла стать сопоставимой с пионерской организацией. Практика показала, что любое движение, не имеющее идеологической подоплеки и ясных конечных целей, обречено на провал. У пионерии в СССР была понятная цель. Пионер становился молодым строителем коммунизма, советским человеком, воспитанным на принципах интернационализма и коллективизма. Понятно, что многих сторонников западного буржуазного либерализма не устраивают такие гражданские установки. Сегодня критерий успеха в обществе – сколько денег и ресурсов ты смог загрести, а остальное не важно. Но это тупиковая ситуация. То, что предлагает действующая власть, это очередная лазейка для освоения бюджетов. А участие в организации детей станет таким же формальным, как и в остальных постсоветских движениях. Поэтому так важна инициатива КПРФ сохранить пионеров как основу детского воспитательного процесса. Чтобы эта задача успешной была, очень важно, чтобы мы могли постоянно демонстрировать то, что пионерия никуда не исчезла, что дело самой гуманистической организации мира живет и развивается. Это очень важно сегодня осознавать. У пионерии с ее столетней историей есть такие мощные аргументы на жизнь, что новоделам даже не добраться до них. Приблизиться к красногалстучным ребятам им никогда не дано. Спасибо большое и будьте добры, видеоматериал о работе наших пионерских организаций. Пионерская организация сегодня – это ключевое направление КПРФ и современного комсомола по работе с детьми. Именно коммунистическая партия взяла под крыло практически разгромленную демократами в начале 90-х детскую организацию, что стало новой вехой в истории легендарной пионерии. Я рассматривал запрет пионерии и комсомолии как трагедию. Я, как сказал ельцинский комарили, говорю, просто шалили. Лишили детей смысла жизни. Ну и решил восстановить пионерскую организацию. Позвонил своему приятелю, мы с ним в волейбол играли, а он командовал охраной Красной площади. Он занял всю трубку и говорит, ты мне не звонил, приводи, тебя пустят и будут охранять. Я привел небольшую группу детей. Сейчас торжественные сборы и линейки на Красной площади в День пионерии при поддержке и участии лидера КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова стали доброй традицией. Современное пионерское движение охватывает более 300 тысяч мальчишек и девчонок по всей стране. Во многих регионах пионерское движение развивается системно и масштабно. Такие торжественные мероприятия демонстрируют огромную популярность движения. Только на Красной площади 22 мая 2022 года собралось порядка 5000 человек. Ребята представляли не только Москву и Московскую область. В столицу приехали пионеры из многих регионов, включая Донецкую и Луганскую республики. Такие акции не могут оставаться незамеченными. Вся Россия видит, что идеалы пионерии живы до сих пор и находят поддержку у множества мальчишек и девчонок. Прием в пионеры и торжественные мероприятия по поводу столетия организации также состоялись в каждом регионе. Возвращаясь с таких красочных мероприятий, дети с энтузиазмом берутся за пионерские дела, которые уже на местах организовывают их старшие товарищи из комсомола и коммунистической партии. Руководство партии уделяет особое внимание патриотическому, нравственному, культурному, всестороннему воспитанию детей, потому что люди здравомыслящие только могут понимать, что вкладывая в детей, самое лучшее, что может быть, чтобы они всесторонне были развиты, мы будем иметь достойное будущее нашей страны. Методические разработки, учебники и программа действий – это рабочие инструменты, которые есть в руках коммунистов. Наши товарищи по партии на местах накопили большой опыт по работе с пионерскими отрядами в современных условиях. Эти наработки может использовать и развивать любое региональное отделение КПРФ. Один из таких ярких примеров – Иркутская пионерская организация. В этом году в столице Восточной Сибири восстановленной пионерии исполнится 27 лет.
За это время организация разрослась на 44 дружины и охватывает порядка 5000 красногалстучных ребят. Большую роль в популяризации пионерского движения в Иркутской области играет детский лагерь «Алые паруса». Уже более 20 лет работает настоящая кузница кадров для пионерии. Ежегодно в лагерь приезжает до 200 пионеров из городов и районов области, а также из других регионов страны. С 2010 года лагерь приобрел статус международного, так как стал принимать пионеров из Вьетнама. Здесь подводят итоги пионерской работы и обкатывают новые методики воспитательной деятельности. Такая уникальная возможность у юных сибиряков есть благодаря заботе партийной организации и лидера регионального отделения КПРФ Сергея Левченко, который придумал идею лагеря в 2001 году. Еще один флагман пионерского движения – Орловская область. Здесь пионерская организация не прекращала свою работу даже в лихие 90-е годы. В регионе историю пионерии ведут с 1 апреля 1923 года, когда была сформирована первая дружина юных ленинцев. Сегодня Орлята – это крупнейшая пионерская организация в стране. Только в день столетия пионерии в Орле красные галстуки повязали около 3000 школьников, которые добились высоких результатов в учебе, труде, спорте и творчестве. Пионерские отряды существуют практически в каждом населенном пункте Орловской области. Активно включаются в развитие пионерского движения и воспитание подрастающего поколения большинство партийных отделений нашей страны. Радует то, что Сибирь и Дальний Восток серьезно относятся к этой работе. Здесь также стоит отметить Алтайский, Забайкальский, Хабаровский, Приморский края, Новосибирскую и Амурскую области, республики Бурятия, Хакасия, Саха-Якутия. Пионерские дружины активно включаются как в региональные мероприятия, так и в акции федерального масштаба. При активной поддержке председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова реализуется проект «Дети России детям Донбасса». Приезжая в Москву, мальчишки и девчонки из Донецкой и Луганской республик активно проводят время, оздоравливаются, посещают исторические и значимые места. С ленинским комсомолом продолжаются проекты патриотических уроков «Знамя нашей Победы», «Юные герои Отечества», «Полководцы Победы». К столетию пионерии отделы ЦК КПРФ по работе с женскими и детскими общественными организациями, по молодежной политике и Ленинский коммунистический союз молодежи провели творческий конкурс «Пионер 21 века». На суд жюри поступило около 700 работ из 40 областей, краев и республик нашей страны. 10-й год при поддержке ЦК КПРФ успешно реализуется проект «Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов». Особое внимание ЦК КПРФ уделяет распространению атрибутики пионерии. Яркие, узнаваемые символы можно встретить на школьных принадлежностях, книгах, сувенирной продукции. К столетию пионерской организации телеканал «Красная линия» выпустил документальный фильм «Страна пионерия», в который вошли уникальные материалы о жизни юных ленинцев прошлых лет и современной эпохи. У нас есть уникальный опыт, у нас есть потрясающие прорывы в деле воспитания от формирования героев до героев космоса. Поэтому я поздравляю столетие пионерской организации и считаю, что эта дата позволит нам сделать резкий рывок вперед в деле формирования настоящих патриотов, которые очень нужны нашей стране в это смутное время. После столетия пионерии, столетия образования Советского Союза и 30-летия КПРФ можно смело сказать, что в современной России великая совместная история партии и пионерии продолжается.